Забытая война ингушей. Как Россия трижды предала ингушский народ. Как Москва спровоцировала страшную трагедию между двумя кавказскими народами. Как Кремль трижды обманул целый народ, который пытался строить хорошие отношения с русскими. Как ингуши потеряли свою колыбель. Как вышло, что осетины выступили в роли халуев российского империализма и все равно проиграли. Сегодня мы расскажем о войне, которая находится в тени Первой Чеченской, и потому о ней стараются не вспоминать, особенно русские, которые ее и спровоцировали. Однако этот конфликт никуда не делся. Более того, Москва специально ничего не делает для его разрешения, чтобы и дальше манипулировать кавказскими народами и сталкивать их лбами. И пытается при этом делать вид, что именно Россия – гарант спокойствия. Хотя на самом деле сами русские постоянно делают все, чтобы создавать конфликты между кавказскими народами, чтобы все участники максимально зависели от решений Кремля. Речь об осетино-ингушском конфликте, в результате которого ингушский народ подвергся страшной этнической чистке и потерял большую половину пригородного района и город Владикавказ, то есть, по сути, равнинную часть исторической Ингушетии, в которой ингуши всегда проживали и составляли большинство населения в течение сотни лет, а также город Владикавказ, который был основан на месте древнего ингушского города Заур, и населенный пункт Ангушт, от названия которого происходит само название народа ингуши, который теперь стал называться Тарское. И согласно российской пропаганде, именно там был якобы подписан договор о вхождении ингушей в Россию, а местных жителей русские называли ангуштовцами. Но это не помешало русским отдать это священное вроде бы место осетинам и продолжать праздновать в Ингушетии очередное 200-летие счастливого пребывания ингушей в составе империи, которая их лишила 80% исторических территорий. Наверное, самое важное, что стоит понимать об этом конфликте, это то, что его бы не было, если бы на Кавказе не было влияния русских. С незапамятных времен ингуши и осетины жили рядом, по разным берегам реки Терек, и никаких проблем в их отношениях не было. Проблемы начались с момента российской экспансии на Кавказ в конце XVIII века, после Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией, в результате которого Россия завоевала Крым и всерьез начала движение вглубь Кавказского региона. Именно тогда был заложен фундамент осетино-ингушского конфликта, как, впрочем, и всех других конфликтов на Кавказе. Несколько ингушских старейшин принесли клятву на верность российскому царю в надежде, что тот поможет сохранить мир в регионе. Но вышло как раз наоборот. Как только ингуши согласились перейти под руку русского царя, они тут же подписали себе приговор. Итак, в процессе российской колонизации Кавказа ингуши, немалое количество которых еще было язычниками в конце XVIII века, выбрали для себя ислам и стать мусульманами. Хотя царские эмиссары очень хотели обращения гордого-войнахского народа в российскую веру, тогда как осетины решили уже тогда стать на сторону россиян, ожидая, что те отблагодарят их. Ту же ошибку через столетия сделают и сами ингуши. И жестоко за это поплатятся, как и сами осетины, как и любой, кто думает, что русский не обманет. В процессе Кавказских войн 19 столетия большинство ингушей активно поддерживали священную борьбу имама Шамиля за свободу, что ожидаемо привело к тому, что Российская империя начала утеснять ингушей. С начала XIX века начался процесс вытеснения народа со своих исконных земель в пригородном районе. А на их место царское правительство переселяло тогда даже не столько осетин, хотя и их, сколько так называемое терское казачество. То есть вдоль реки Терек русские создали полосу военных поселений, куда селили русских, чтобы те создавали дополнительную преграду между равнинной и горной частью Ингушетии. Противостояние между ингушами и казаками шло постоянно все 19 столетие. Гордые войнахи не мирились с тем, что их пытаются выжить с родной земли. Так Россия в первый раз обманула ингушей, принеся вместо мира и процветания войну. И вот настал 1917 год, и Российская империя рухнула. У всех, кто был в этой тюрьме народов, появился шанс на создание независимых государств. Однако именно тогда ингуши совершили еще одну роковую ошибку, которая вполне объяснима с точки зрения ситуации на тот момент, и все же. Дело в том, что ингушский народ тогда поддержал большевиков. Ведь казаки и множество осетин, старинные враги войнахов и опора царского самодержавия, само собой стали горой за белых, которые обещали вернуть единую и неделимую Россию, в которой не было бы места независимости кавказских народов. Исходя из этого, ингуши решили, что необходимо поддержать красных, которые тогда для захвата власти обещали каждому вокруг то, что он хотел.
Крестьянам – землю, рабочим – заводы, солдатам – мир, а ингушам – независимое государство и возвращение исконных земель, прав и свобод, отнятых у них царской России вплоть до легализации шариатского судопроизводства, которым горцы пользовались всегда, но оно было вне закона в империи. Вот так и получилось, что в немалой степени благодаря поддержке бесстрашных горцев красные смогли победить белых на Кавказе. К сожалению, кавказцы не смогли понять, что помогли победить просто другой форме российского империализма, еще более страшной, чем царская Россия. Обещаний большевиков хватило буквально на 5 лет. Окрепший российский империализм, теперь под красным флагом, не собирался давать никому никакой независимости. Сначала выселив остатки проигравших в гражданской войне нелояльных новой власти терских казаков, красные для вида на пару лет вроде бы вернули некоторые земли ингушам. Однако город Владикавказ, который был по праву ингушский и был населен тогда в основном ингушами, нет. Наоборот, вывели город из республиканского подчинения и сделали его форпостом своего влияния на Кавказе. А потом, уже при Сталине, и вовсе отдали его осетинам. Специально, чтобы стравливать кавказские народы. А Москва должна была выступать в роли третейского судьи и доброго, умного старшего брата. Кроме того, Москва виртуозно играла не только на конфликте между ингушами и осетинами, но и между самими ингушами, где внутри нации были противопоставлены обласканные властью партноменклатура и простые ингуши, не очень-то жаловавшие советскую власть с ее комсомолами и партией. Такие же территориальные конфликты Россия создала между ингушами и чеченцами, между дагестанцами и чеченцами, кабардинцами и балкарцами, черкесами и карачаевцами, и везде в этих конфликтах назначив себя миротворцем, который на самом деле являлся инициатором и главным бенефициаром этих конфликтов. Для понимания всей подлости политики Москвы просто приведем такой факт. Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, абсолютное большинство населения в пригородном районе составляли ингуши – 28 132 человека, то есть 83,3%, тогда как осетин было всего лишь 297 человек, то есть 0,8%. Однако район все равно, вопреки всему, отдали Северной Осетии. Так Россия во второй раз предала и обманула ингушей. Ингуши обиду не забыли. И когда Гитлер напал на Сталина, когда началась война Бухенвальда и Освенцима против Колымы и Магадана, в результате которой в 1942 году немецкие войска появились на Кавказе, войнахи вспомнили русским все. Немало абреков воевало против своих поработителей. За это, когда русские снова завоевали Кавказ, они жестоко отомстили ингушам и их братьям-чеченцам. В 1944 году вместе с чеченцами ингушский народ был депортирован в полном составе в Центральную Азию и Казахстан. Российская империя совершила одно из своих наиболее мерзких преступлений против народов Кавказа. К счастью, Сталин после этого умер, и во второй половине 1950-х годов чеченцы и ингуши стали возвращаться на родные земли. Однако Москва не собиралась просто так пускать их домой. Ни один ингуш, даже если он был депортирован прямо из пригородного района, не получил от советской власти права вернуться на свое место туда, только в Горную Ингушетию. Так Москва специально закладывала основы для максимальной эскалации старого конфликта. Ведь за 10 лет изгнания ингушские равнинные земли и Владикавказ были осознанно отданы снова осетинам. Некоторые небольшие территории также грузинам и дагестанцам. Однако, когда ингуши вернулись, то и грузины, и дагестанцы просто отдали кавказским братьям их земли назад, без сопротивления. А вот осетины уперлись, что называется, рогом, и начали активно противодействовать попыткам ингушей возвращаться в родные дома. Доходило даже до диких случаев убийств ингушей осетинами, которые пытались вернуться в свои селения, что как раз и входило в планы московских колонизаторов, разделяя и властвуй, вечный принцип. Итак, осетины дали воспользоваться собой русским, которые специально вселили их в чужие дома и дали им надежду на то, что эта чужая земля останется у них. И тем самым снова стали помощниками Москвы в их попытках подорвать Кавказ с середины, как и в 19 столетии. Не без помощи русских историков было придумано историческое обоснование оккупации ингушских земель. Был создан миф о так называемой Алании, который, кстати, использовался и во время войны против Грузии, который в результате привел к захвату региона Южная Осетия и признанию Кремлем ее независимости.
К слову сказать, признавать независимость своих северных осетин, начавших в 2008 году робко намекать на воссоединение с независимой Южной Осетией и создание вот этого самого аланского государства, так вот все эти попытки были моментально подавлены. А русские историки вдруг забыли об аланском государстве, существовавшем то ли 5, то ли 50 тысяч лет назад на этой земле, правда, из доказательств существования которого до нас, по словам этих же историков, дошел только осетинский традиционный орнамент. Более 30 лет до начала перестройки ингуши пытались в рамках советской системы добиться возврата себе своей территории. Однако тщетно. Ингушам не давали права на автономную республику, снова соединив их с чеченцами в одной административной единице – Чечено-Ингушской ССР, с целью централизовать управление двумя свободолюбивыми войнахскими народами и максимально контролировать их. Но с началом перестройки ситуация стала резко накаляться. Ингуши и те, которые оказались в Северной Осетии и в самой Ингушетии, требовали справедливости. Осетины, наоборот, почувствовав угрозу, начали требовать принудительного выселения всех ингушей из пригородного района. Параллельно все более настойчивыми были попытки чеченцев получить, наконец, независимость от Москвы. Регион стал закипать и быстро сползать к войне. Первым сигналом, что ситуация может выйти из-под контроля, стали массовые беспорядки 24-26 октября 1981 года во Владикавказе, когда осетины требовали убрать ингушей из Осетии. В центральных районах города развернулись столкновения военных с митингующими осетинами. Наиболее радикально настроенная часть демонстрантов даже атаковала тюрьму и пыталась пройти в Ингушский район, но была остановлена войсками. Более 800 человек были задержаны, 40 из них получили различные сроки лишения свободы. Однако спираль насилия это уже остановить не могло. Тем более, что центральная власть и не собиралась решать этот вопрос по справедливости. В 1989 году ингуши создали общественное движение НИИСХО «Справедливость», выступавшее за восстановление ингушской автономии и передачу пригородного района под ее юрисдикцию. На втором съезде ингушского народа, прошедшем в том же году, была принята резолюция, требовавшая территориальной реабилитации ингушей. 14 ноября того же года Второй съезд народных депутатов уже СССР принял декларацию Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными всех актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и об обеспечении их прав. Наконец, 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессированных народов, предусматривавший, среди прочего, территориальную реабилитацию ингушей. Это очень важный момент в нашем повествовании. Ведь именно это постановление давало и до сих пор дает полное право ингушам требовать возвращения себе отобранных Сталиным в отместку за стремление к свободе территории на абсолютно законных основаниях. А прямо перед войной, уже в октябре 1992 года, Государственная комиссия России приняла решение о проведении границы между Северной Осетией и Ингушетией по состоянию на 23 февраля 1944 года. То есть пригородный район должен был перейти в состав Ингушетии. Но осетины, конечно, выступили против. Ситуация продолжала накаляться. Осетины стали пробовать максимально контролировать пригородный район, что вызвало ответ со стороны ингушей. 19 апреля 1991 года в одном из сел пригородного района между ингушами и североосетинской милицией вспыхнули столкновения, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения. На следующий день Верховный Совет Североосетинской АССР ввел в пригородном районе Владикавказа чрезвычайное положение, которое регулярно продлевалось вплоть до осени 1992 года. 12 ноября в районе села Эльхотово возмущенные ингуши убили 2 милиционеров МВД Северной Осетии, которые пытались поставить блокпост и мешать передвижению. Похороны этих милиционеров фактически стали антиингушским митингом. Спустя более чем неделю, 21 ноября в селе Тарском, точнее в имеющем сакральное значение для ингушей Ангуште, были убиты еще 2 сотрудников осетинской милиции. По подозрению в соучастии в этом преступлении были арестованы и заключены под стражу местные ингуши, что вызвало еще более массовое возмущение войнахского населения. А параллельно с этим Москва готовила подлую ловушку. 6-7 октября 1991 года в Грозном прошел 3-й съезд ингушского народа, участие в котором принял вице-президент РСФСР Рудской. В своей речи на съезде он обещал разобраться с проблемой пригородного района и решить ее в пользу ингушей. Только как именно? Когда Россия сильна, она действует грубой силой, а когда слаба, старается обмануть. Вот в этот раз уже пришедший де-факто к власти Борис Ельцин
Нашел время осенью 91 года, когда рушилось, казалось бы, все на то, чтобы не отпустить Ингушетию. Хитростью. Снова поманив ее пряником возвращения отобранных Москвой же земель. Теперь с помощью так называемого референдума. На этом референдуме Кремль хитренько решил увязать вопрос возвращения пригородного района с тем, захочет ли Ингушетия остаться в составе России. Мол, если вы хотите независимую Ингушетию, ради бога, только вот Владикавказ и все остальное останется в составе Осетии, то есть России. А хотите вернуть? Ну, тогда оставайтесь в РФ. Не поддерживайте братьев-чеченцев в их стремлении стать, наконец, независимыми от московского управления. И тогда мы вам все вернем. Итак, 30 ноября 1991 года жители 3 ингушских районов приняли участие в референдуме по вопросу: вы за создание Ингушской республики в составе РСФСР с возвратом незаконно отторгнутых ингушских земель со столицей в городе Владикавказе? Конечно, по результатам которого 92,5% участников референдума дали положительный ответ. Само собой, не потому, что ингуши горели желанием остаться в России. Нет, люди просто хотели элементарной справедливости. А Москва этот референдум использовала против самих ингушей. В июне 1992 года был принят закон об образовании Ингушской республики в составе РФ. Ингуши снова поверили русским, уже 3-й раз. А те очень быстро отблагодарили их, что называется, по полной программе. Как только Ингушетия снова оказалась в составе России, то ингуши поставили вопрос ребром. Так выполняйте обещание, отдавайте пригородный район. Конечно, никто ничего отдавать не собирался. Ведь осетинам Москва посылала четкие сигналы, мол, мы вас поддержим. Такая ситуация не могла не закончиться большой кровью. В октябре 1992 года на территории пригородного района произошла серия убийств ингушей осетинами. Непосредственным спусковым крючком к началу войны послужило дикое преступление осетин, когда 20 октября в селе Октябрьское осетинским же БТРом была задавлена 13-летняя Мадина Гадаборшева. Осетины, уже не прячась, заявили, что не допустят передачи пригородного района в Ингушетию. Спустя 2 дня в пригородном районе происходит еще один кровавый инцидент. Работники ГАИ застрелили 2 ингушей. Прибывшие на место происшествия в поселок Южная дежурная группа МВД Северной Осетии блокируется. Возникает перестрелка между милицией и ингушами, в результате которой погибли 2 осетинских милиционера и 4 местных ингушей. Ингуши перекрывают движение в сторону Южного в некоторых местах своего проживания. В селах Куртат, Дачная, Карца ингуши также устанавливают пикеты. И вот 24 октября в столице Ингушетии Назрани объединенная сессия 3 райсоветов Ингушетии и депутатской группы пригородного района Северной Осетии решила, что если Россия не защищает своих граждан, то сами ингуши будут защищать себя. И приняла решение создать отряды самообороны на основе местной милиции, которые должны были охранять ингушские поселения и людей от беспредела осетин, а затем добиться исполнения законов и обещаний Москвы. Вот тут-то по ингушам и ударила ловушка, подстроенная Москвой на референдуме годом ранее. Ведь теперь ингуши официально стали частью России, а значит, не могли создавать никаких силовых структур. Этим моментом и воспользовался Кремль, чтобы уже в 3-й, точнее уже по сути получается в 4-й раз предать ингушей. Тем более, что ингуши наконец стали требовать вывода российских войск из пригородного района. А вот этого Ельцин уже не стерпел. 26 октября представители Верховного Совета РФ попробовали очередной раз заболтать конфликт и создать какую-то очередную комиссию. Но событие было уже не остановить. 27 октября в 12 часов по местному времени около 150 вооруженных ингушей блокировали пост внутренних войск усиления Карца в Северной Осетии, потребовав вывода российских военных с территории республики. В тот же день Верховный Совет Северной Осетии выдвинул ингушам ультиматум с требованием снять до 12:00 29 октября блокаду с нескольких ведущих во Владикавказ дорог. Иначе парламент введет в республике чрезвычайное положение. 27 октября 1992 года Верховный Совет Северной Осетии санкционирует формирование отрядов народного ополчения осетин. И именно Россия начинает войну против ингушей и только что созданной республики Ингушетия. В ночь на 31 октября 1992 года в селах Дачная, Октябрьская, Камбелеевская и Куртат российские войска и стоящие в их подчинении созданные и вооруженные тогда еще министром МЧС Шойгу отряды осетин начали обстреливать ингушские районы. В ответ вооруженные отряды ингушей, вошедшие на территорию пригородного района из Ингушетии для защиты мирного населения, у села Чермен разоружили пост внутренних войск МВД РФ, пост осетинского ГАИ и поселковое отделение милиции. Вспыхнули бои во Владикавказе и практически всех населенных пунктах, где жили ингуши.
Практически сразу российские войска начали помогать осетинам, увеличив контингент российских войск до 90 тысяч, включая туда даже дивизию имени Дзержинского. Российская артиллерия с первых часов войны начала варварские обстрелы мирных кварталов ингушских селений градами. По информации независимых источников, именно эти неизбирательные обстрелы отняли огромное количество жизней невинных людей. Ну а 1 ноября президент Ельцин официально ввел в зону конфликта русские войска, в том числе 131-ю Майкопскую бригаду, ту самую, которую ичкерийские бойцы за независимость уничтожат почти в полном составе в новогоднюю ночь в Грозном, который Ельцин хотел снова покорить. Однако силы были неравны. Ингуши не могли воевать с осетинами и одновременно тяжело вооруженными российскими войсками, когда сами были вооружены только легким стрелковым оружием. В результате 2 ноября ингушские добровольческие отряды вынуждены были отступать из пригородного района. Вместе с добровольцами бежали и мирные люди, понимая, что если останутся, то осетины и русские просто вырежут их. Во время насильственной депортации российские осетинские войска чинили страшное насилие над ингушским мирным населением. Зарегистрировано большое количество убийств, изнасилований, взятий заложников. Кстати, интересный факт. Одним из мест содержания задержанных ингушей была та самая школа в городе Беслан, куда в 2004 году придут со своим рейдом воины сопротивления. Так что случайностей тут нет. Это был первый конфликт на территории России, когда были использованы такие методы, как массовые пытки, отрезание частей тела, особенно женщинам, глумление над трупами, продажа заложников и мест их захоронения. Дошло до совершенно ужасных вещей, как скармливание нескольких ингушских младенцев голодным свиньям. Все эти акции по замыслу русских должны были запугать ингушей, а главным образом другие народы Северного Кавказа от попыток сопротивления российской армии. Исполнителями этих военных преступлений были осетины, как северные, так и южные. Зверства приняли такой масштаб и были настолько ужасны, что и сегодня ни российская власть, ни даже российская оппозиция не хочет говорить об осени 1992 года. По данным прокуратуры России, за время боевых столкновений в результате конфликта погибло всего лишь 608 человек, 490 ингушей и 118 осетин. Хотя независимые источники говорят, что количество жертв со стороны ингушей может достигать несколько тысяч. Были уничтожены 13 из 15 сел пригородного района, в которых компактно проживали ингуши. Было утрачено до 90% культурно-исторических ценностей ингушского народа. Общий материальный ущерб был оценен 12 миллиардов рублей, в ценах 1992 года. В результате этнической чистки, устроенной осетинами при поддержке русских, ингушское население Владикавказа и пригородного района почти целиком бежало из Северной Осетии в Ингушетию. Спецкорреспонденты газеты «Коммерсант», побывавшие там тогда, писали об увиденном так. Результатом стал полностью вымерший и выжженный пригородный район, из которого депортировано все 30-тысячное ингушское население. Неподалеку от поселка Алкун на горных тропах в Ингушетии мы видели поток ингушских беженцев из Северной Осетии, не прекращающийся со 2 ноября. Люди шли днем и ночью под снегопадом и дождем. Многие раздеты, лишь маленьких детей заворачивают в одеяло. Эту тропинку ингуши назвали тропой смерти. На ней уже погибли, сорвавшись в ущелье, десятки женщин и детей. Несколько десятков мирных жителей погибли от переохлаждения. Были случаи родов и выкидышей в горах. Помощь беженцам осуществляли на голом энтузиазме ингуши-соплеменники по другую сторону границы. Более полусотни тысяч людей были изгнаны из своих домов. При этом осетинские источники все время занижают количество ингушей, проживавших в пригородном районе, чтобы скрыть и реальное количество убитых, и чтобы принизить право ингушей на свою землю. Территориальная миграционная служба Ингушетии сообщала о 64 тысячах перемещенных, тогда как осетинские источники занижают эту цифру вдвое. К несчастью для ингушей, практически сразу после этой трагедии началась еще более масштабная – российская агрессия против Чечни. В огне Первой Чеченской войны преступление осетин и русских против ингушей просто затерялось. Осетино-ингушская война стала как бы забытой. За время, прошедшее со времен войны, некоторое число ингушей смогли вернуться в свои селения. Однако далеко не везде. Осетины и ингуши по требованию Москвы неоднократно подписывали соглашение о преодолении последствий войны. Последнее из них было подписано после избрания Мурата Зязикова президентом Ингушетии в 2002 году. Правда, эти соглашения не устранили всех имеющихся проблем, как и попытки Зязикова во всем слушаться Москву и закрывать глаза на этническую чистку, устроенную ингушам.
Кстати, любопытный факт. Зязиков довольно продолжительное время после своего выступления на пост ездил с большим кортежем ночевать в пригородный район Северной Осетии, под предлогом, что так он показывает связь территории с Ингушетией. Однако злые языки поговаривают, что так он просто пытался скрыть свой страх перед сопротивлением. Поэтому за ним закрепилась оскорбительная кличка «Осетинская невеста». Ингуши требуют возвращения беженцев в пригородный район и исполнения федеральных законов. Ну а Северная Осетия затягивает процесс возвращения переселенцев под предлогом того, что ингуши завышают число беженцев. А еще более издевательскими выглядят заявления СТИ о том, что, мол, в пригородном районе до сих пор нет необходимого морально-психологического климата для совместного проживания представителей двух народов. Это после этнической зачистки. Часть беженцев, не более 15-20 тысяч, удалось вернуть, однако осетины и далее сопротивляются возвращению ингушей. Ухищрения, на которые идут русские в Северной Осетии, чтобы остановить возвращение ингушей, могли бы вполне стать темой для обсуждения в Совбезе ООН. О том, как осетинские депутаты пытались провести местный закон с требованием от ингушских детей с 5 лет в пригородном районе иметь всегда при себе свидетельство о рождении. О запрете именно ингушам проживать в так называемой водоохранной зоне пригородного района. То есть осетин, русский, может жить где угодно в России, кроме ингушей. И эти запреты на проживание, на прописку, на покупку недвижимости именно для ингушей сохраняются по сей день. Видимо, именно за это и воюют ингуши сейчас в Украине. Итак, вот такая вышла долгая и поучительная история о том, как Россия трижды предала и обманула ингушский народ, а потом еще предала его этнической чистке. И продолжает это делать до сегодняшнего дня. Кстати, а как Россия отплатила осетинам за то, что те позволили превратить себя в кровных врагов других кавказских народов? Да тем, что превратила их в пушечное мясо. Даже по заниженным официальным данным РФ, именно осетины понесли и несут самые большие потери на войне в Украине среди всех кавказских народов, где их очень активно использует кремлевский режим. Собственно, судьба этого народа только подтверждает правило: русский всегда предаст. А за добро и поддержку отплатит смертью. Потому что Российская империя по своей сути хочет видеть во всех кавказцах только верных холопов, готовых умереть по первому кличу из Кремля. Неважно, кто ты. Чеченец, ингуш, осетин, дагестанец, кабардинец. Сначала русский пообещает тебе золотые горы, а потом, когда ты будешь не нужен, сунет кинжал в спину. Или отправит тебя умирать за чужой интерес куда-нибудь на другой конец необъятной империи, где кавказца будут еще и ненавидеть, как верного прислужника кровавого имперского режима.